Сейчас по всей столице полным ходом идут публичные слушания, посвященные проекту планировки и межевания территорий кварталов Якутска. На встречах сотрудники Департамента градостроительства, архитекторы и проектировщики объясняют жителям, как в будущем изменится их квартал, что пойдет под снос и где построят новые дома. Отдельным пунктом в проекте идет квадрат улиц Чернышевского, Крупской, Строда. Данная территория зарезервирована под комплекс «Старый город-2». Выбор пал на этот квадрат, так как именно здесь сохранилось больше всего домов, представляющих историческую ценность. Этот участок еще с 80-х годов проходит в генеральных планах как охранная зона номер 2. Там в старину, была татарская слобода, и, как мы сегодня знаем, там очень много именно таких деревянных домов, которые ценны с точки зрения деревянного зодчества. Вот. К сожалению, эти памятники все приходят со временем в такое состояние, понятно, ветхое и аварийное, но тем не менее они внесены в реестр памятников истории и культуры. Вот. И эта зона у нас определена охранной зоной, границы этой зоны определены генеральным планом. Отметим, что район Залога – это большей частью частный сектор. Причем это не только ветхие дома, постройки еще советских времен, но и недешевые коттеджи в несколько этажей. И не факт, что владельцы с радостью пойдут на продажу собственных участков. Те вопросы, конечно, сплошь и рядом они возникают и с каждым днем, в принципе. Но я думаю, что жители сами-то понимают, что вопрос, конечно, идет к хорошему, как к эстетической точке зрения, а не использование какого-то коммерческого проекта. Вот старый город, он, в принципе, показал, что он является, еще раз говорю, красотой города и, в принципе, каким-то уникальным местом. И в этой же ситуации также будет все сноситься и все восстанавливаться, с той точки зрения, как и было. Несмотря на имеющийся генплан, на территории, зарезервированной под старый город, уже красуется современное здание. Этот объект был возведен практически самостроем. У владельца имелось разрешение только на нулевой цикл, но он не остановился на этом и продолжил стройку. Недавно на здании появился баннер о сдаче помещений в аренду под торговые площади. Сейчас ввод в эксплуатацию этого объекта приостановлен. Ждем того, как он оформит документы, будет по новой выдано разрешение на строительство, уже на новый объект, потому что старое разрешение было просрочено, и уже будут по новой вводиться на данный объект. При проектировании второго старого города также учтут и аутентичные особенности будущего квартала. Все инженерные коммуникации будут проведены под землей, чтобы не портить общий исторический антураж. Я думаю, там будет такой же подход, как был в старом городе, который находится в центре. Да? Обеспечили его только лишь водой и централизованной канализацией. А инженерные, то есть сети теплоснабжения, мы их там не проектировали, а подход такой, что там во всех зданиях автономные источники тепла. Мы подводим газ, подводим воду, отводим канализацию. Все эти сети подземные. Когда же горожане смогут прогуляться по территории исторического и архитектурного памятника? Как объяснили нам архитекторы, это не дело ближайших 2-3 лет. Все, как всегда, упирается в финансирование. Эти вопросы, я думаю, нужно задавать и окружной администрации, правительству нашему, потому что прежде всего, конечно, это связано с пониманием того, чем же это функционально будет насыщено. То есть, приходя на такие площадки, инвесторы прежде всего должны видеть, все равно какую-то определенную коммерческую выгоду. Да. Ну что же, будем надеяться, что инвесторы увидят свои выгоды и в Якутске появится еще один красивый уголок старины.